В Северостинском госуниверситете завершил работу Всероссийский фестиваль науки. 3 дня молодые ученые показывали современные научные разработки и рассказывали, какие перспективы они открывают современному человеку. В рамках фестиваля состоялись интерактивные выставки, демонстрация техники, тематические лекции и экскурсии по музеям, библиотекам, научным лабораториям. Цель фестиваля – объединить под единым брендом проекты, направленные на улучшение качества жизни и популяризация науки среди молодежи. Первый в России фестиваль провели в МГУ в 2006 году. Успех форума убедил в необходимости проведения подобных мероприятий ежегодно и во всех регионах России. В Северной Осетии организаторами выступили Министерство образования, Минкульт Республики и Владикавказский научный центр РАН. Подробнее о том, что происходило на площадках фестиваля, расскажут мои коллеги. Сделать своими руками интересные фигуры, управлять квадрокоптером, познакомиться с современными компьютерными программами и создать 3D-модели. Об этом Аспар Дзудзев мог только мечтать. Впервые шагнул на территорию кванториума 3 месяца назад. Тогда для школьников проводили небольшие экскурсии, на этот раз возможностей больше. Вместе со своими одноклассниками он посетил мастер-классы по всем 6 направлениям технопарка. Это биоквантум, хай-тек-лаборатория, робоквантум, промышленный дизайн, IT-квантум и аэроквантум. Вы работаете по программе для изготовления светофора. Сначала мы просто подключили провода и светодиоды. Сейчас будем по программе работать. В нашей школе, конечно, такому не обучают. Я бы очень хотел, чтобы у нас тоже появилась такая программа. Мне очень нравится IT-программирование. За 3 дня кванториум посетили порядка 1000 человек, большинство из которых школьники. Специалисты постарались разнообразить программу. Ребята проводили химические опыты и управляли настоящими роботами. Например, в IT-квантуме ребята запрограммируют свой небольшой светофор. То есть они соберут такую плату с диодами, светящимися диодами, которые будут, соответственно, загораться нужным цветом, в нужной последовательности и так далее. Вот здесь в хай-теке ребята поучатся изготовлять значки, например, из фанеры, нарежут их сами нарисуют чертеж, сами отправят на станок и получат уже готовый результат. Вот такие. С 11 по 13 октября свои двери открыл не только технопарк. Задействованы все образовательные учреждения города. 3 дня в режиме нон-стоп проходили конференции, интерактивные выставки, круглые столы, экскурсии, мастер-классы и кинопоказы, а также семинары и квесты. Всего 170 мероприятий. Все это в рамках Всероссийского научного фестиваля «Наука 0+.» Интересную программу для школьников подготовили в медицинской академии. Многие ребята попробовали себя в роли настоящих врачей. Вот здесь вот у нас у основания мечевидного отростка выслушиваются звуковые явления, возникающие при работе трикуспида, то есть трехстворчатого клапана. Вот так студенты старших курсов медакадемии показывают, как проводить базовую легочную реанимацию, а еще как правильно ставить инъекции – внутривенные и внутримышечные, в роли пациентов-манекена. Словом, в СОГМА школьников обучили правильно оказать первую медицинскую помощь. Студенты также могут посетить анатомический музей СОГМА, где представлено свыше 500 анатомических экспонатов. Некоторые из них являются уникальными по методике их исполнения. Всероссийский фестиваль науки на базе Северо-Осетинской государственной медицинской академии проводится каждый год, и мы каждый год рады видеть и школьников, и абитуриентов, и всех желающих для того, чтобы помочь им немного погрузиться в мир медицины. Интересные площадки развернулись в СОГУ. Там открыли выставку «Наука обществу», где школьники и студенты представили свои работы. Прошла также конференция «Популярная наука» и еще десятки лекций. В рамках фестиваля свои двери открыли также музеи и библиотеки республики. Сабина Гатагова, Карина Гиколаева, Алан Суанов. Новости Осетии.